Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Петр Васильев. До выборов президента нашей страны остается буквально одна неделя или даже меньше. И тут последнее приготовление для проведения масштабного мероприятия. Сделать свой выбор в этот раз можно в течение 3 дней. О том, какие еще особенности проведения выборов будут в этом году, а также о подготовке к голосованию, мы поговорим с нашей сегодняшней гостьей Аллой Самойловой, секретарем Центральной избирательной комиссии республики. Алла Георгиевна, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот я вначале сказал, что неделя, на самом деле, чуть меньше даже дней. Какие настроения вот как в ЦИКе нашей республики, так и у самих избирателей? Ну, конечно, работа идет полным ходом, мы готовимся. В целом, 6 марта уже участковые избирательные комиссии приступили к своей работе, открыли двери для избирателей. Поэтому я думаю, что избирательная система не только республики, но страны в целом готова к проведению выборов. Все основные мероприятия проведены. Ну вот в выборах кампании этого года очень много нововведений, одно из которых я уже отметил в начале, это 3-дневное голосование именно на выборах президента. Вот почему было выбрано такое решение, чем оно удобно и самое главное, на что направлено? Ну, на мой взгляд, многодневное голосование, в первую очередь, это идет навстречу требованиям избирателей. Действительно, это удобно проголосовать не в один день, а в тот, который тебе удобно. Либо в пятницу, либо в субботу, либо в воскресенье. Поэтому, мне кажется, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации сделала все правильно, приняв такое решение. И положительный отклик есть у самих избирателей. Для организаторов выборов это, конечно, сложно, потому что организовать один день голосования – это одно, а организовать 3 дня голосования – это совсем другое. Нагрузка идет в основном, конечно, на членов участковых избирательных комиссий. Потом пятница – это рабочий день. Они все работают, они же общественные обязанности выполняют как члены участковых избирательных комиссий. Вот, у них есть основная работа, в пятницу они заняты, поэтому надо отпрашиваться, брать отпуска и так далее. Ну вот все эти 3 дня избиратели могут приходить в любое время, установленное порядком, на избирательные участки. Сколько у нас всего в городе хотя бы избирательных участков и в целом по республике? Всего в республике 790 избирательных участков, которые образованы в общем порядке, то есть это постоянно действующие избирательные участки. Но у нас еще есть, на каждый выбор образовываются участки по месту временного пребывания избирателей. Это могут быть полярные станции, это могут быть вахтовые поселки, это могут быть суда, но у нас таких нет, больницы. Таких избирательных участков на этих выборах у нас 21. Ну а город Якутск, конечно, здесь проживает 1/3 избирателей, и в городе Якутске и городском округе Жатай у нас 124 участковых избирательных комиссий. Это я к чему спросил, потому что вот уже постепенно по городу начали появляться такие растяжки, здесь находится избирательный участок такой-то, такой-то. То есть избиратели Ну, в основном, уже... конечно, участковые комиссии, их место расположения, оно от выборов к выборам не меняется, потому что избиратели привыкают ходить в одно и то же место. Вот. Ну, а если в силу каких-то объективных причин место расположения участковой комиссии меняется, то, конечно, мы информируем избирателей, вывески развешиваем, там, делаем стрелки, на месте предыдущем информацию размещаем. Ну и, конечно, пригласительные на выборы, там уже тоже содержится информация об адресах участковых комиссий. Поэтому избиратели все проинформированы. Тем более, вот нововведение на этих выборах – это реализация такого проекта, который называется «Информ-УИК». Одна из задач которого была как раз адресное информирование избирателей, информирование о кандидатах, информирование о времени и месте голосования, о месте нахождения участковой избирательной комиссии. Поэтому, если у нас и перемещались участки куда-то в новые места, то, конечно, эта информация до избирателей была доведена. Ну вот мы об этом проекте поговорим еще чуть попозже и подробнее. Я сейчас хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю программы можно в прямом эфире по телефону 8 412 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере Telegram 914 235 05 02. Алла Георгиевна, ну, предлагаю продолжить тему проекта Inform Week. Тема новая в этих выборах. Лично знаю людей, которые не открывали тем, кто приходил, говорили, что Были такие. кто такие, зачем пришли. Как в итоге он, насколько я понимаю, уже завершается, Да, или даже да, завершился этот проект? Как оцениваете? Ну, это не новый совсем уж проект, я бы так сказала. На осенних выборах он был реализован в Российской Федерации. У нас были выборы в муниципальные органы власти, у нас республики и в государственные. Вот мы выбирали главу республики, выбирали депутатов народных государственного собрания Илтумен. И в 11 районах республики осенью такой проект был.
Появилось новое мобильное приложение, программное средство, которое вот обеспечивает реализацию этого проекта. Наши обходчики, они были более обучены. 2600 с лишним человек ходило по домам, стучалось как раз в двери избирателей. И сегодня этот проект завершает свою работу. На вчерашнее число по отчетам наших обходчиков где-то 96% все-таки домовладений мы обошли. Но не все открывают двери, это право избирателя. Кого-то просто не застали дома, кто-то двери не открыл, кто-то отказался беседовать, но таких все-таки меньшинство. Более 70% избирателей, которые согласились взаимодействовать с членами участковых избирательных комиссий и ответили на вопросы. Но я считаю, что этот проект, насколько он успешен, мы узнаем в дни голосования, мы посмотрим, какая будет явка избирателей. Но в целом, судя по отчетам, по фотографиям, которые высылают члены участковых комиссий, избиратели очень благоприятные, скажу так, благодушно настроены, даже чаем поили, пирожками угощали, как своих родных. Но это, конечно, больше характерно для сельской местности. Но и в городах очень хорошо отвечали на вопросы, искренне желали успешной работы. Я бы не сказала, что настроены были недоброжелательно. Хорошо были настроены люди. Ну это же здорово. Это, во-первых, прямое общение с избирателем, во-вторых, всегда живое общение лучше, чем сухая листовка, обнаруженная на утро. Да. Раньше вот ограничивались только тем, что вручали листовки, вот, а сейчас, можно сказать, с каждым избирателем поговорили, побеседовали. Поэтому беседа — это всегда хорошо, и положительный эффект мы увидим. И избиратель узнал в лицо, так скажем, избиркома, и избирком увидел избирателя. Да, как-то один из членов территориальной комиссии Якутской городской сказал, что наши члены участковых избирательных комиссий, они как участковые врачи, они знают все о своих избирателях. Сейчас они лично познакомились. Вообще прекрасно, мне кажется. Алла Георгиевна, давайте вернемся, собственно, к процессу голосования. 15, 16 и 17 марта на избирательных участках с собой нужно приносить документы обязательно. В первую очередь паспорт. Да, паспорт — это основной документ. Если вы принимаете участие в голосовании именно на территории Российской Федерации, то у нас происходит голосование по паспорту. Конечно, в законе написано «или иной заменяющий его документ». Но здесь надо избирателям понимать, что можно голосовать по военному билету, но не всем избирателям, а только солдатам срочной службы. Если это офицерский состав, то у них имеются паспорта на руках, поэтому только для солдатов-срочников. Можно голосовать по временному удостоверению личности, но это такой документ, который вручается человеку, если у него утеря паспорта, на период его замены. Вот. Ну и есть справка установленного образца, это для лиц, которые находятся в следственных изоляторах. Вот у них паспортов тоже может не быть, им выдается такая справка. Вот. Иногда люди путают и хотят голосовать по загранпаспорту. И обычно в качестве аргумента они предъявляют членам участковой комиссии такой аргумент, что там же написано, что я гражданин Российской Федерации. Но если вы голосуете на территории России, вы должны еще подтвердить не только свое гражданство, но вы должны еще и подтвердить место регистрации, свое место жительства, а это по прописке, а это только в российском паспорте. А по загранпаспорту можно голосовать за пределами Российской Федерации. У нас такое голосование сейчас на выборах президента Российской Федерации организовано в 144 странах. В некоторых странах оно идет в форме досрочного голосования, оно уже началось. Вот. Ну а в основной, там сколько у нас, 281 участковая избирательная комиссия обеспечивает это голосование. И вот как раз за рубежом можно проголосовать по зарубежному паспорту. По загранпаспорту. Да, то есть те, кто в отпуске, те, кто работает, и те, кто по разным причинам оказался. Да, но это должен быть, конечно, гражданин Российской Федерации в первую очередь. Только они имеют право активное на выборах президента нашей страны. Здесь, резюмируя, СНИЛС не подойдет, свидетельство о рождении точно нет. не подойдет. Молодежь еще, да, молодежь у нас очень часто предъявляет в качестве документа фотографию с паспорта, например, на телефоне, или там показывают свои госуслуги, но нет, только паспорт, по нему член комиссии идентифицирует личность человека, который пришел на выборы. А если вот вернуться к вопросу избирательных участков, о котором мы с вами немного ранее говорили, все они к 15-17 марта будут в полной боевой готовности, насколько я понимаю. Вот что происходит внутри избирательных участков? Конечно, предъявляется определенное требование к помещению для голосования, которое должно быть оснащено определенным технологическим оборудованием. К нему тоже предъявляются требования. Например, если на вашем участке голосуют лица с ограниченными возможностями, то, конечно, и требования к ширине кабинки, высоте, например,
например, столика, требования к освещению, дополнительные средства, например, в виде лупы должны обязательно быть в кабинке для голосования. Ну, та же письменные принадлежности, та же самая ручка. Обычно на участках ставят вот такие, ну, лампы в кабинку добавляют, чтобы было хорошее освещение. Кроме этого, например, требования к самому стационарному ящику, который стоит на участке. Он должен быть прозрачным, так, они должны быть опечатаны. То же самое ящик переносной, с которым выезжают для голосования вне помещения. Ну и требования по пожарной и антитеррористической безопасности, эти тоже должны быть соблюдены. Поэтому всегда сотрудники МЧС перед, ну это, как правило, происходит вот 13-14 числа, обследуют все помещения для голосования. Вот, и ну, избиратели должны быть уверены о том, что их безопасность будет обеспечена. В период голосования у нас дежурят сотрудники МВД, которые обеспечивают безопасность общественную на участке. Вот сразу хочу в тему безопасности продолжить. Безусловно, будут установлены камеры, насколько Да. я понимаю, это предусмотрено всеми нормами. А могу ли я, как избиратель, не как журналист, понятное дело, с заданием, производить съемку на моем Так. объекте? Ну, камеры у нас не только безопасность обеспечивают, у нас из 790 участков камеры видеонаблюдения, Фиксируют. да, будут установлены на 283 участках на этих выборах, а на всех остальных будет обеспечена видеофиксация. Видеонаблюдение, оно еще и обеспечивает такой принцип проведения выборов, как гласность их проведения. То есть они находятся в записи и транслируются на определенный портал, где те, кому доступны эти записи, они могут их просматривать в режиме онлайн. К этой категории у нас относятся не все как бы избиратели. Это, ну, в первую очередь, вся наша система. То есть мы, например, как Центральная избирательная комиссия, мы видим все, что происходит на избирательных участках нашей республики. Ну, а территориальная избирательная комиссия, например, возьмем города Якутска, она видит все, что происходит на избирательных участках городских. Ну, и, соответственно, по районам, по территориям, да. Вот. И, конечно, кандидаты, политические партии и общественный контроль в лице наблюдателей общественной палаты тоже имеют доступ к этой трансляции. То есть, ну, в рандомном порядке они могут там выбрать какой-то участок какого-то региона нашей республики и посмотреть в данный момент, что там происходит. Трансляция происходит в течение 24 часов. Это оборудование, оно обеспечивает трансляцию в ночное время в том числе, ну и видеофиксация тоже в ночное время. То есть специально у нас есть требования к этому оборудованию, которые именно и ночью тоже съемку обеспечивают. Что касается вот такой хороший вопрос. Да. Или фотосъемка. Да. На самом деле, с точки зрения закона, на избирательном участке осуществлять фото- и видеосъемку имеют право только одни наблюдатели, не члены избирательных комиссий, не сами избиратели фотографировать происходящее не могут. Ну, во-первых, если вы хотите сфотографировать избирателя, вы должны обязательно у него спросить разрешение, согласен ли он на эту фотосъемку. Вот. Ну, фотографировать членов избирательной комиссии можно, конечно, они при исполнении своих обязанностей. Вот. Но наблюдатели есть ограничения, они не вправе фотографировать документы, в которых содержится персональная информация. Ну, это, например, списки избирателей могут быть. Это, там, например, тайное голосование мы должны обеспечить. То есть сам бюллетень, как избиратель проголосовал, это конечно, они не вправе делать. Вот. То есть... Но сейчас наблюдатели, я хочу сказать, очень уже хорошо обучены. И у нас, я не помню, уже конфликтов на эту тему не возникает. То есть хорошо проходит. То есть сам избиратель, допустим, фотографирует в кабинке результат своего выбора, ну, на этом избирательном листке. Это как с точки зрения закона оценивается? Ну, конечно, избиратель сам вправе делать все, что угодно, но распространять информацию об итогах своего голосования в период голосования он не вправе. Алла Георгиевна, мы с вами, когда встречались 1,5 недели или 2 недели назад, с вами обсуждали очень интересную тему, я думаю, она у любого избирателя сейчас актуальна. Как проголосовать, если ты хочешь сменить избирательный участок или, допустим, ты хочешь проголосовать, у тебя нет прописки в определенном месте? Ну, конечно, вот эта новая система, которая называется «Мобильный избиратель», она набирает свои обороты. В настоящее время более 25 тысяч якутян уже оформили такие заявления. Подать такое заявление, оно называется «Заявление по месту нахождения». Можно через портал госуслуги, можно в МФЦ, можно в территориальных избирательных комиссиях. Этот процесс начался с 21 января, а вот сейчас, 6 марта, участковые избирательные комиссии тоже принимают такие заявления. И хочу сказать, что как
как правило, основная часть заявлений подается именно в участковые комиссии. Ну, как-то людям они ближе, они знают, где они находятся, туда дорожка протоптана, как говорится, поэтому идут. И для избирателей это реально удобно. Даже сами члены участковых избирательных комиссий, они же, например, могут, у них место регистрации может быть в авиапорту, например, города Якутска, а работают они в участковой комиссии, которая находится за Алагом. Они тоже оформляют такие заявления и закрепляются за участком, где они будут эти 3 дня работать, чтобы не отлучаться в период голосования. И уже за Алагом, например, где-то на заложенном участке будут голосовать. Кстати, у вас получилось оформить такое заявление Более через чем. госуслуги, да? Ну, как и в прежние года, в 50 лет Победы. Безусловно, То есть, вообще. но это не очень сложно, легко, да. то есть вы убедились, что это все очень просто, да? Буквально 2 клика. Да, Прям и не сейчас, утрируя. конечно, вот через портал госуслуг основная часть заявлений, поданных из этих 25, ну, наверное, 90% это точно портал госуслуг нам. Мгм. Вот он действительно очень сильно облегчает жизнь, не надо никуда ходить Да, ни, да, ни да, в да, да. мэрию, ни в саму избирательную Да, да, да. комиссию. Мгм. Вот еще хочу такой вопрос обсудить. Идет сейчас активно голосование на удаленных территориях. Я когда готовился к эфиру, я смотрел, как он происходит в разных районах нашей страны, регионах, как реагируют избиратели, ну не избиратели, а люди в интернете. Пишут и про голосование на пеньках, и голосование на оленях, и на вертолетах. Вот что действительно происходит на удаленных местностях. Ну, у нас особая территория Республика Саха. Все-таки мы первое место занимаем по площади, как регион, да, в Российской Федерации. И в 26 районах республики проходит голосование, ну, которое вот как раз относится к категории труднодоступных и отдаленных местностей. На сегодняшнее утро 4840 уже избирателей проголосовало. Это разные категории избирателей. Это и работники полярных станций, и вахтовики, это и оленеводы, и конезаводчики, и путейцы. И мы используем разные виды транспорта, поэтому вы видите разные фотографии. Это и просто автомобили, это и вертолеты, это и бураны, это и вездеходы. И в этом году впервые мы узнали такое слово удивительное – автомотриса. Я даже не очень уверена, что я правильно делаю ударение. Это, оказывается, такой железнодорожный вагон, который сам передвигается. И в Нерюнгинском районе мы обеспечили голосование 8 работников железной дороги, которые в это время находятся далеко достаточно. И хочу сказать, что очень удобно в нем было голосовать. Ну, представляете, это огромный вагон, это считайте как помещение для голосования. То есть там было где поставить, посадить членов комиссии, разместить информационные материалы, кабинка у них была для голосования установлена, ящик для голосования. Ну, в общем, все с соблюдением требований и норм избирательного законодательства. Вот как сами те, кто находится на этих территориях, они реагируют на приезд членов избирательной комиссии? Ну вот я много работаю в системе, почти 25 лет, да, и всегда я работала в городе Якутске. И мне самой, как работнику, ни разу не приходилось принимать участие в досрочном голосовании в труднодоступных местах. Но сейчас мы ездили на обучение в Нерюнгинский район, и я сама впервые поехала на досрочное голосование. Я вправе это делать как член вышестоящей избирательной комиссии. И мы ездили в оленеводческое стадо, в родовую общину. Это находится в районе поселка Йенгра. Вот, и мы общались с оленеводами, там голосовало 6 человек. Но я хочу сказать, что люди очень доброжелательно были настроены. Они воспринимают это как праздник, приезд людей. Мы с ними очень хорошо, тепло пообщались, поговорили. Я посмотрела на быт оленеводов. У них была возможность проголосовать. Очень много вопросов они нам задавали о жизни текущий, ну, такой обычный разговор был. Вот, поэтому мне кажется, что те, кому летят, едут, идут, наши члены участковой избирательной комиссии, они воспринимают это реально как праздник. Ну, я, безусловно, вначале отметил, что выборы президента – это самые масштабные, наверное, политические выборы в нашей стране. Безусловно, 3 дня – это очень долгий срок, нужно очень много задействовать людей. Сколько в республике у нас будет задействовано избирательных комиссий? Избирательных комиссий 790, а членов участковых избирательных комиссий у нас около 7 тысяч. 6640 человек задействовано. То есть это целая армия людей, которые в эти дни будет работать с 8 до 8 в пятницу, субботу, но в воскресенье пока не составится протокол об итогах голосования, там, всю ночь. Но, насколько я понимаю, они тоже проходили определенное обучение. Да. Вот что входит в обучение? Ну, конечно, обучение – это наша обязанность, прямая одна из наших функций вышестоящей комиссии. В этом году мы провели 7 зональных семинаров, объездили и Вилюйскую, Заречную, Южную Якутию. Здесь все, что недалеко от города Якутска, вот возле нас, да, Горный, Хангаласский, Намский районы.
Учим мы в основном председателей, заместителей, секретарей участковых избирательных комиссий, они уже потом в последующем всех своих членов комиссии. Учить надо, потому что избирательное законодательство меняется. Потом люди занимаются выборами, ну, от выборов к выборам. У них же основная своя работа. Ну, можно просто растерять знания, вот их нужно актуализировать. Приходит новшество, вот, например, у нас появилось совсем новое, то, чего мы никогда не применяли, это защитная марка для сейф-пакетов. С ней наши члены участковых комиссий работать не умели, вот мы их научили, надеюсь, они все правильно сделают. Ну, она преследует функцию именно защиты бюллетеней, которые там будут находиться. Вот. И, мне кажется, технологии вот современные, которые сейчас доступны всем, наверное, да, мы используем в своем обучении. Обучили более 1000 человек, ну а уж сами-то территориальные избирательные комиссии, они, конечно, обучили каждого члена своей участковой комиссии. Я думаю, что все наши готовы. Ну, мы это и проверим 15, 16, 17 марта. Алла Георгиевна, а почему у нас не стали в этом году использовать систему дистанционного электронного голосования, как, допустим, в той же Москве? Ну, система электронного дистанционного голосования, она на этих выборах применяется в 28 регионах Российской Федерации. И это не так просто, как кажется, например, со стороны. Ну, конечно, дело не в организации самого процесса, да, вот, а в готовности технических возможностей обеспечить его реализацию, ну и готовности самих избирателей, умение как бы пользоваться всем этим оборудованием. Но мы, конечно, мечтали, что, может быть, на выборах президента Якутия войдет в число тех регионов, где будет дистанционное электронное голосование. Ну, теперь что я могу сказать? Ну, на следующие выборы точно, наверное, оно уже будет везде. И мне кажется, оно хорошо тем, что это же не единственная форма голосования, то есть это как альтернативный вид. Если избиратель привык ходить на избирательный участок и голосовать стандартным, обычным, традиционным способом, то есть взять бюллетень, поставить отметку, галочку, это будет сохраняться. Но будем ждать, когда в Якутию тоже оно придет. Ну, кстати, для многих же поход на избирательный участок – это же настоящий праздник. Конечно, семьи и конечно. костюмы. У нас вот члены участковых комиссий, у нас очень много избирателей, это самые избиратели, которые не пропускают выборы никогда, это те, которые 80+. Да? У нас есть и 100-летние избиратели. Я знаю, что вот, например, в Лорпе, здесь на Дзержинского, есть избирательница, да, которая 98 лет. И к ней, когда приходят, говорят, давайте мы к вам приедем, и вы проголосуете вне помещения, на дом к вам приедем. Она говорит, нет, я хочу сама прийти на избирательный участок. То есть, конечно, это праздник. На многих избирательных участках у нас будет организованы и торговля, и концерты. То есть, ну, атмосфера праздничная будет создана. Впервые голосующим избирателям обязательно всегда вручается подарок. Поэтому я предлагаю быть им активными. Ну, конечно, не ради подарка они пойдут на избирательный участок, а чтобы отдать свой гражданский долг. Но члены участковой избирательной комиссии постараются это событие выделить как-то по-особенному. Вот вы сами отметили, вы больше 25 лет в избирательной системе, а сам избиратель, он поменялся за это время? Имею в виду не физически, Ну, понятно, не возрастной, да. конечно. Но мне кажется, конечно, да, меняется все, в том числе и избиратели, и кандидаты, и члены участковых избирательных комиссий. И это хорошо, это говорит о том, что система развивается, она не стоит на месте, это прекрасно. Сами избиратели, они стали ну, как более политически активными и более придирчивым к своему выбору, я бы так сказала. Вот, то есть то, как избиратель стал по-разному голосовать, ну, говорит о том, что как меняются его приоритеты, политические интересы. Поэтому, мне кажется, результаты голосования в нашей республике как раз говорят о том, какой разный у нас избиратель, какие разные у него мнения. А молодежи много на избирательных участках? Ну, к сожалению, не очень, но, конечно, такие глубинные какие-то исследования мы на эту тему не проводили, но, на мой, такой сказать, поверхностный взгляд со стороны, я могу сказать, что все-таки основная категория избирателей, которые всегда ходят на выборы, это 40+. Вот. Но студенческая молодежь, конечно, посещает выборы, а вот, к сожалению, те, кто не студенты, молодые, вот 30-летние, у них пока интерес такой, ну, притупленный. Но мне кажется, что как раз вот развитие таких избирательной системы в форму автоматизации, цифровизации, да, в этом направлении даст возможность и этим избирателям реализовать свое право.
То есть они думают, ну, зачем тратить Ну, условно мнения говоря, разные могут выходной, быть. Да, да, да. еще ногами куда-то Я идти. точно не могу сказать. Ну, есть даже такой термин, абсентеизм называется. Это когда избиратель голосует ногами, то есть не ходит на выборы, то есть отрицает процесс выборов. Но тут разные могут быть настроения. Например, неострая политическая борьба, недоверие к избирательным комиссиям, ну, например, отсутствие времени, погода мешает. Ну, причин масса. Причин масса. Было бы желание, Да, да. как говорится. Алла Георгиевна, хочу поговорить немножко про самих кандидатов. Вот как сегодня выглядит, не сегодня, точнее, а 15 и 17 марта будет выглядеть избирательный бюллетень. Ну, избирательные бюллетени уже у нас напечатаны, мы уже их довели до участковых избирательных комиссий. В избирательный бюллетень у нас сегодня включено 4 кандидата, 3 из них от политических партий, которые представлены в Государственной Думе, и 1 самовыдвиженец. Ну, все кандидаты расположены в избирательном бюллетене в порядке алфавитном по фамилиям. Вот. И у нас есть, значит, Даванков Владислав, это от партии «Новые люди». Дальше по алфавиту Путин Владимир Владимирович, он у нас самовыдвиженец. Слуцкий Леонид Эдуардович от партии ЛДПР и Харитонов Николай Михайлович от партии КПРФ. Вот такие у нас кандидаты. Ну, и самодвиженцы, и самые крупные наши партии представлены. Да. А как насчет агитации? Вот когда она заканчивается, и как правильно агитировать за своего кандидата, либо, допустим, за кандидата, за которого ты хочешь отдать условный голос? Ну, в избирательном законодательстве, мне кажется, тема агитации – это самое для нас сложное. Вот. Но общие правила, конечно, есть, и обязаны все их соблюдать, в том числе и избиратели, кандидаты, и мы, избирательные комиссии. Когда у нас однодневное голосование, например, в воскресенье, то есть такое понятие, как день тишины. В субботу не вправе размещать никакие агитационные материалы кандидаты. И избиратели, в том числе, не высказывать свои мнения в поддержку или в защиту кого-то, да. А если у нас многодневное голосование, то как такового дня тишины нету. То есть вся агитация закончится в 24 часа 14 марта, это четверг. Так, и с пятницы уже со дня голосования появления каких-то новых агитационных материалов не должно быть. Те, которые были размещены до этого момента, они могут находиться, там вот баннеры, растяжки какие-то, может быть, ну, не знаю, там буклеты, вот, но распространять новые не вправе кандидаты. Вот, и избиратели в том числе тоже должны об этом знать. И в соцсетях в том числе. Как вот с этим бороться вот именно в день этих голосований? Ну, в период голосования, во-первых, у нас в Центральной избирательной комиссии, так же, как и в любых территориальных избирательных комиссиях, созданы специальные рабочие группы, которые работают с обращениями, жалобами избирателей, кандидатов. И у нас такие обращения поступают. Мы разбираем каждый случай в отдельности, ну и, соответственно, реагируем вплоть до пресечения, распространения, изъятия агитационного материала. Но здесь, конечно, это уже не наша функция. Мы обращаемся в органы полиции, они уже выполняют это. Ну, разные случаи бывают, и были у нас и такие прецеденты в том числе. Поэтому, ну, может быть, еще иногда нарушается не только избирательное законодательство, а правила вот, размещения агитационных материалов в городской, например, среде, да, тогда уже это действует административная комиссия, рассматривает такие жалобы. Ну вот от голосования мы 3 дня, закончилось и, условно говоря, голосование на удаленных территориях. Что дальше? Как идет процесс подсчета голосов, когда будут результаты? Ну вот очень многие думают, что раз трехдневное голосование, то мы будем подводить итоги каждый день, да? Но это нет, это просто сама процедура голосования в течение 3 дней, а подведение итогов, как сама одна процедура, она стандартно будет после 20 часов местного времени на каждом избирательном участке страны 17 марта, то есть воскресный день. Закроются участковые комиссии, и они начнут процедуру подведения, подсчета голосов и подведение итогов выборов на своем избирательном участке. Ну, там последовательность действий у них определенная есть, они ее, надеюсь, все, ну, не надеюсь, я знаю, что они ее будут выполнять. Вот, потом подписывается протокол, сдается вышестоящую избирательную комиссию, они вносят в систему ГАС-выборы, и все данные суммируются по территории. Ну, в данном случае наша комиссия, я думаю, что подведет итоги голосования, наверное, в понедельник. А Центральная избирательная комиссия обязана подвести итоги уже
выборов в стране в течение 10 дней со дня голосования. То есть вот у них до 28 марта они должны это сделать. То есть на день подведения вот этих вот результатов часовые пояса никак не влияют? Нет, почему влияет? Влияет. Например, если наша комиссия, будем по местному же времени мы живем, по местному в 20 часов закроемся, а в это время страна еще будет голосовать, еще в Калининграде еще плюс 1 час, то есть от нас 7 часов. И есть вот такое правило, что мы не вправе разглашать результаты голосования до тех пор, пока не закроется последний избирательный участок в стране. То есть у нас итоги будут, но мы не вправе их разглашать до вот пока не закроется в 20 часов Калининградский избирательный участок какой-то. Мгм. То есть финальные результаты все равно оглашаются Ну, у нас в Центризбирком? республике, да, вот как бы получается ночь пройдет, и где-то после 7 утра мы уже можем говорить о предварительных результатах у нас на территории. То есть это получается понедельник, 18 Нет, да, понедельник, 18 18 после 7 утра. 18 Мгм. марта. А вообще, насколько вот этот процесс трудоемкий, сам подсчет голосов? Он трудоемкий. Конечно, есть средства автоматизации этого процесса. Например, на территории города Якутска раньше у нас было 42, сейчас 60 комплексов обработки избирательных бюллетеней. То есть, получается, бюллетени есть, но они подсчитываются не вручную, а подсчитываются машиной. Конечно, это очень убыстряет процесс. Если те, где ручной подсчет участковой комиссии, они где-то привозят свои протоколы в городе Якутске, ну, может быть, там, например, там, часов после 12 ночи, да, если все хорошо было, жалоб не было от наблюдателей, все хорошо сработали, организовано. А те участки, где вот как раз установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, они сдают свои протоколы в территориальную комиссию буквально в 9 уже вечера, потому что машина очень быстро считает. Она сразу дает результаты голосования. И, конечно, хотелось бы, чтобы такие машины стояли везде. Но не только есть вот эти КАИБы в России, еще есть КЭГи, это комплекс электронного голосования, там безбумажное голосование. То есть там такой терминал, тебе дают карточку, ты заходишь в кабинку, карточку, значит, в машину как бы опускаешь, и там уже электронный бюллетень, и ты отмечаешь, за кого ты хочешь проголосовать. Ну вот это, конечно, облегчает работу членов участковой избирательной комиссии, то есть там сразу формируется протокол. Но ничего, те, кто вручную считает, я бы так сказала, по старинке, они делают это не хуже, все нормально. Но процесс трудоемкий, особенно вот на осенних выборах, где было по 5, по 6 видов бюллетеней, это, конечно, было сложно. Ну и, собственно, логичный финал любой избирательной кампании – это уже подведение итогов. Когда президент вступает в должность, что говорит избирательный? Так, ну это регулируется законом о выборах президента Российской Федерации, такой федеральный закон номер 19, и в нем написано, что президент Российской Федерации вступает в должность по истечении 6 лет с момента вступления в должность предыдущего президента. Ну, в 2018 году президент вступил в должность 7 мая, поэтому в этом году это будет вот после 7 мая. Тоже май? Да. В как- мае месяце. Какая процедура этому предшествует? Ну вот самое главное, что Центральная избирательная комиссия должна подвести итоги выборов, то есть должна определить, что выборы состоялись и они действительны, должна определить победителя этих выборов, вот, должна опубликовать результаты. Вот. Ну и если все нормально, никаких судебных нету, то вот потом процедура вступления в должность. Ну, как у нас говорят, инаугурация, да, по-простому. Да. Ну, то есть ориентировочно это май месяц. Да, да. Алла Георгиевна, ну, мы постепенно приближаемся к концу. Хочу спросить, наверное, такой более эмоциональный вопрос, на ваш взгляд, как специалиста. Почему нужно сегодня идти голосовать на выборы? Ну, сейчас, мне кажется, наша страна переживает сложные времена, на мой взгляд. В особой обстановке мы проводим выборы президента Российской Федерации. И от того, как мы проголосуем на выборы, от того, как мы придем, насколько высокая явка избирателей будет на выборах, конечно, и мировое сообщество в том числе будет делать выводы о легитимности выборов, которые прошли в Российской Федерации. Поэтому, мне кажется, сейчас как никогда
нашим гражданам надо проявить высокую гражданскую активность и прийти 15, 16, 17 марта на избирательные участки и отдать голос за того кандидата, которого они для себя выбрали. Ну, я отмечу, что наша программа выходит накануне главного женского праздника страны, 8 марта. Я и вас поздравляю в том числе, и предлагаю вам, так скажем, под занавес поздравить всех прекрасных наших дам, и в том числе наших женщин-избирательниц с наступающими праздниками. Ну, конечно, в первую очередь мне хотелось бы поздравить своих коллег. Это женщин, которые работают в составе вообще в избирательной системе, в составе участковых избирательных комиссий. Нас очень много, почти 80% у нас женщины работают в избирательной системе. Я хочу вам пожелать успехов, здоровья, счастья, чтобы все родные и близкие всегда были рядом с вами. Ну и всем женщинам нашей республики, они у нас красивые, умные, талантливые, креативные, современные. Хочу пожелать вам счастья, здоровья, успехов. Будьте, радуйте своих родных, близких. Пусть у вас все будет хорошо. Ну, я только присоединюсь к вашим поздравлениям, Алла Георгиевна. Спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. Был очень обстоятельный и интересный диалог. Желаю вам интересных и конкурентоспособных выборов в 15, 16 и 17 марта. Спасибо. Ну, я напомню, это была программа «Якутия в деталях». На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. С вами был Петр Васильев. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.